Всем привет, запись должна была пойти. Сегодня говорим про следующую стадию написания истории, битшит, поэпизодник. Что это такое, как это работает и зачем оно нужно. Помогать нам сегодня будут в этом записи с мастер-класса, фидбэк, который я получил. Вот тут целый огромный список, пока поставим на начало. Собственно, итог работы над сюжетом. Файл сюжет. Мир персонажа. Сам персонаж. Идея. Плюс цитаты из наших любимых удмуртских книг, которые уже почти 100 страничек набирается. Цитат. Я их вынес вот сюда, в конец, чтобы было удобнее искать. Девизом сегодняшнего и всех будущих дней будет удачная находка. Он же слоган фильма. Сегодня поговорим про битшит. Изучим вот эту ромаху, которая по технологии Good Story предполагается. Но мы ее не все будем изучать, потому что вся она пока не нужна. К тому же здесь нет про битшит. Это, значит, для начала, что такое? Здесь я вам это сброшу, но пока мы будем это скорее на следующей неделе этим заниматься, потому что здесь много сложных вещей, которые не особо нам нужны. На всякий случай я расшифровал header below, что такое. Это вход и выход из сцены, это из ситкомов. Когда сцена начинается с какой-то яркой шутки, заканчивается какой-то яркой шуткой. Но для любой другой это тоже годится, это абсолютно все равно. Но это просто понимание того, что сцена должна ярко начаться, ярко закончиться. Хотя это ближе к сериалам, потому что в полнометражном фильме мы уже зрителя посадили перед экраном, он уже смотрит. Поговорим про битшит. Это один из тех инструментов, которые я лично не использовал до начала обучения у ребят, которые работают в современной индустрии. Но все, кто в ней работает, его используют. И я когда читал это выражение, я считал, что это выбей из сценария все дерьмо. Это для того, чтобы строже к себе быть. Оказалось, нет. Тут другое сочетание. Не бит, шит, а шит листок, бит информации. Наименьшая единица истории, в которой происходит какое-то изменение в персонаже или влияющее на историю. Это я из лекции Good Story вам взял. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы понимать очень четко, что у вас происходит. Насколько я помню, если я правильно помню порядок цифр, где-то в 25-минутном сериале получасовой комедии где-то 15-20 битов. С классическим 42-минутным между 20 и 30. У нас получается 90-минутный фильм. Значит, у нас должно быть примерно 50-60 битов истории. Но это под вопросом. Потому что у нас еще атмосферный ужастик. Нашим битом может быть какая-то атмосферная зарисовка. Посмотрим, как получится. Но я исхожу из того, что должно быть примерно вот такие порядки. Может поменьше, может 40. По идее, бит это в идеале, это сцена. Герой что-то делает, или в нем что-то меняется, и это и есть бит. Но иногда в одной сцене может быть их несколько. Какие-то большие перемены происходят, какая-то важная сцена. Плюс некоторые, не обязательно приравнивать, допустим, бит к сцене, потому что сцена это примерно 1-1,5 минуты. Конечно, это если это диалог, например, или неинтересно.
Ну, я себя так ограничиваю. Если я понимаю, что у меня сцена просто диалога, ничего не происходит, я редко пишу ее дольше странички. Это примерно будет минута-полторы в сценарии. Но если сцена интересная, она может длиться и 5 минут. Конечно, кульминация может быть даже 10-15 минут, если она достаточно интересная. Но тогда нужно иметь в виду, что придется писать внутри самой кульминации какое-то развитие, какие-то повороты, какие-то мини-биты, чтобы было интересно. Битшит — это такая штука, которая помогает еще и понять, ну, то есть она, во-первых, помогает понять, есть ли история. Если истории нет, вы это сразу в битшите увидите, потому что в ней, ну, она будет непонятная. В ней, допустим, будет там герой женится, потом папа героя там сбегает, мама героя изменяет папе. Что это такое? Какая-то херня. Надо уметь выражать свои мысли очень кратко. Что вообще произошло? Что вообще произошло, то и сюжет, то и битшит, то и бит. Допустим, героиня понимает, что влюбилась, например. И можно, например, поставить, что чувством, например, но она этого боится. Вот примерно так выглядит бит. Или умирает старик. Бит. Не надо больше ничего писать. Помогает понять, есть ли история. Помогает избавиться от лишнего. И навести порядок в голове. Обычно, когда пишешь, в голове вот очень много информации, видите, тут сколько всего. И очень сложно иногда понять, все ли хорошо, все ли работает. Битшит помогает это сделать. Когда формулируешь кратко и разбираешься примерно, сколько должно. Плюс ты сразу это программирование зрительского интереса. Ну, то есть, если вам не интересно, скорее всего, зрителю тоже не будет интересно. Если вы написали что-то, а оно оказывается какое-то то, скорее всего, зрителю тоже будет неинтересно, поэтому надо переделать что-то. То есть, это сразу хороший чек-лист для своей работы. Понять, что у вас есть, чего нет, что добавить. Вот такой инструмент. Давайте сейчас попробуем его оформить. У меня есть кое-какие идеи, но мы сейчас будем их параллельно придумывать. Посмотрим, что у нас получится. У нас есть вот такой сюжет, который мы утвердили. У нас здесь предполагается, что есть предыстория. Что такое? Значит, она у нас такая. Давайте мы проверим по мастер-классу. Было место. Да, это Глеб рассказывал. Пропало дерево, флешбэк. Что у нас история была про то, я вам напоминаю, я это помню, что жил-был, значит, если коротко, давайте пробуем сформулировать это как бит. Молодая героиня нарушает табу, идет куда нельзя девушке и пропадает ее родной младший брат. Вот это бит. Вот, собственно, и все. Вот так вот это просто формулируется.
Но нам еще тут нужно добавить, что это все предыстория, поэтому я сейчас просто формулирую. Это, я не знаю, что из этого будет в кино, но мы напишем, что отец героини, у нас там был интересный разговор, срывается забой скота, вот, кстати, Дима предлагал, сыну дал по голове. Отец делает ее виновной, а папа и дочка ушли в себя, перестали друг с другом разговаривать. Вот это бит. Отец героини и героиня уходят в себя и не разговаривают. Или говорят через мать. Ну, из-за чувства вины за исчезновение брата. И героиня уезжает в Москву, Казань. Мы говорили об этом на занятии. По-моему, Влад сказал, что почему Казань с национальным колоритом. Я как раз поэтому Казань хотел сделать. Потому что она с национальным мусульманским колоритом, и, насколько я понимаю, татары с удмуртами не в очень хороших отношениях. И это, по-моему, будет острее. Поэтому я предложил именно Казань, а не, например, Екатеринбург. Или Оренбург. Или Уфу. Ну и плюс, насколько я понимаю, в Казани можно будет как-то там скооперироваться, потому что там и деньги есть, и люди тоже заинтересованы в продвижении своей культуры. Мы можем выдать им какой-нибудь камео и выбить какое-нибудь разрешение на классную съемку. Это предыстория. Молодая героиня нарушает табу. Я буду часто повторяться, потому что для себя тоже важно. Молодая героиня нарушает табу, идет куда-нибудь с девушкой лут, да, это, кажется, называется. Заброшенный лут, где нельзя ничего трогать. И пропадает ее родной младший брат. Отец героини и героиня уходят в себя и не разговаривают. И говорят через мать. Чувство вины, героиня уезжает в Москву. Вот, ну, это у нас предыстория. Давайте попробуем понять, что у нас есть в истории. Проблема. Приходит, все плохо, депрессия, чужой город, денег нет, землячество. Значит, здесь нужно понять, как это написать. Ну, давайте пока никак не будем. Я что-то не могу придумать на ходу. Это вот один бит. То есть, ну, мне как-то нужно это задать. Ну, моя такая ближайшая догадка, как я думал изначально это делать, бит героиня рассказывает своему психологу о своем состоянии. Например, да, психолог. У нас появляется новый персонаж. Большой буквы. Ну, можно. Так, пока не будем пилить. Подчеркну. Да, все плохо. Приходит сообщение от отца, который простил и хочет помириться. Это тоже бит. Приходит от отца. Так, дальше у нас такой вопрос. У нас начинается первый акт. И тут надо понять, что должно произойти здесь. Давайте разберемся. Значит, что вообще должно? Пока не пишем биты, просто обсуждаем, что вообще есть. У героини появляется цель. Значит, получается, надо это озвучить. Как-то, да? Героиня должна собраться в дорогу. Очевидно, она должна закончить свои дела здесь. Она должна как-то разобраться со своими делами на месте. Героиня должна добраться до родной деревни. Видите, да, сколько всего должно произойти? Давайте уберем это пока что. У нас эта копия должна быть, я сохранил. Вот.
Давай дальше смотреть, что есть. Пока ничего не пишем, просто пытаемся разобраться, что обязательно должно быть, какие обязательно должны быть элементы. Значит, приехал, отец умер. Это бит. То есть, это может быть по-разному сделано. Героиня узнает, что отец умер. Значит, дальше у нас тут по плану какой? Он отправил это сообщение или нет, пытается с ним общаться и пытается с ней обращаться. Значит, у нас должно быть, что должно быть? Сомнение героини или расследование того, присылал отец месседж. Хороший вопрос, не знаю. Надо подумать. Пока что оставим так. Так, драма. Героиня не верит, что отец простой, если не верит. Значит, вот это тоже все, что я тут хорошо так написал, это вот все тут должны быть. Подготовка к похоронам, удмуртские обряды прощания. Драма, героиня не верит, что отец ее простил, остальные верят. Да, брат говорит, настоящий удмурт на тебя бросит. Да, мать звонит в деревне. Ты плохая, это не с нами. Вот это я пока не знаю. Дальше должны начаться. Происходит убийство. Или убийство. Или загадная смерть. Какая цель? Давайте вот здесь попытаемся понять. Без конкретики. Какую... появление отца, естественно. Духа отца. Мотивация пробуждения нужного убийства. Да, это нужно, но это пока не так важно. Нужно понять, видите, тут сколько всего. Это на самом деле очень много информации. А где много информации, там плохо. Потому что зритель начинает путаться. По сути, у нас между первым актом и отбрейком где-то примерно, наверное, минут 30. Это примерно 15-20 сцен. Или меньше даже. Я не знаю, как пойдет. Я пока не очень понимаю ритмику. Я смотрел разные ужасы, там везде по-разному. Но очевидно, предысторию там 2 минуты, 2-3 минуты. Флэшбэк, да. Флэшбэк нужен. Потом, вот здесь вот на это все. Тоже где-то не больше 10 минут. 15, 35. Вот здесь еще 20, 50. Короче, дохренища получается. Здесь, может быть, даже надо побольше сделать. Ладно, в общем, суть в чем. Здесь много событий, много всякой мистики происходит. И чтобы разобраться, что тут важно, нужно выставить акцент. Что тут по-настоящему важно? Для истории важно, что вот это сомнение героини, а для жанра убийство. Что нам нужно тут показать? Нам нужно показать, что существует какая-то угроза жизни. И важный момент, который всегда в ужасах упускается, мы должны поверить в эту угрозу. Что мы, как авторы, героя жалеть не будем. Видите, сколько условий нужны для того, чтобы это было убедительно. Но это само по себе жуть. Это не так важно. То есть тут полноценный фильмик маленький получается.
Я даже думаю, надо побольше взять. Давайте 40 возьмем. А то будет второй акт затянут, это 25, 20-25. Где-то так. Тогда у нас уже полфильма пройдет, на как брейку, хорошо. Ну и здесь ритм, можно еще ритм маленький брать, медленный. Это, к слову, про, вот видите, тут композиция, вот мы сейчас вот это обсуждаем. Значит, получается 20-25 битов. Ну, наверное, меньше 9. Ну, короче, ладно, сейчас не будем пока считать биты, пока сложно. Что здесь у нас еще важно? Значит, получается, между смертью и похоронами проходит 3 дня. То есть вот эта вся история происходит в течение 3 дней. Где там на каждый, вот есть свой какой-то, на каждый день свое какое-то дело. И еще получается у нас 3 ночи, да? У нас получается 3 дня, 3 ночи. Но в последнюю они роют могилу. Соответственно, у нас не больше 3 смертей. Потому что, ну, логично, что 3 ночи, 3 смерти. Но тут сложность в чем? Если делать каждую ночь смерть, то будет предсказуемо и скучно. Ну, то есть, допустим, она приехала, раз смерть, ночь настала, раз убийство, 2 ночь настала, 2 убийства. Имейте в виду, что по фильму... Так, у меня опять все зависло. Давайте я перезапущу и опять поговорим.